8157 с 8. В июле 2014 года президент Туркменистана помиловал и освободил от дальнейшего отбывания наказания почти 1100 осужденных. Среди них был и гражданин России Станислав Ромащенко. На протяжении долгих лет родные Станислава добивались его экстрадиции на родину, ведь по договору между Туркменистаном и Россией от 1995 года о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, Станислав после суда должен был быть передан российской стороне. Но этого не случилось. И вот, в 2014 году, благодаря информации и вмешательству российских властей, Станислав вышел на свободу. Рабочий класс приехал. Ну, идем. Отсидев в общей сложности 11 с лишним лет, из назначенных ему 19. Как вот? Пойдет, спасибо. Нормально выглядишь, слушай? Ну, получше стало, чем было. Он бабуля меня откармливает. Прям на убой. Молочком? И молочком, и всем. И лекарствами, и народными средствами, блин. Молодец, работать начал уже. Скутер твой? Да, подарили. За эти годы он побывал в СИЗО города Теджена, в тюрьмах Абдышукур и Овадан-Депе. Последние годы своего заключения Станислав провел в колонии города Байрам-Али. Вскоре после помилования Станислав был депортирован на родину, и вот уже как 3 месяца он живет гражданской жизнью у себя дома в российской глубинке. Сегодня он расскажет все о жизни за туркменской решеткой. Смог бы ты дать определение туркменской тюрьме в одном-двух предложениях? Вот туркменская тюрьма – это… Это тяжело сказать в одном предложении. Везде деньги, деньги есть, живешь. Буквально все. С больницы тоже уехать хочешь, деньги дай. Остаться хочешь, деньги дай. Приходишь, такой вид создать, даже приходишь, хочешь взять рефапицин от тубика, да? Ну, хочешь взять, дай мне положено. У меня есть вот на учете, который сейчас ДОС-программа. ДОС-программа – это кто только с больницы приехал, на них выделяется. Я не могу тебе дать. Не можешь дать? Ну ладно. Как 5 манат даешь, так сразу на охоте. У меня нету, но если ты 5 манат мне дашь, я завтра пойду, куплю и тебе принесу. А на самом деле он не идет, не покупает, оно у него стоит. И так не только в этом, это отдельно. Есть общие зоновские. Процедурные, там тоже. У нас нету, но если вы деньги дадите, мы вам поможем. Мол, медвежью услугу такую делают. Врачи, да? Да. В изолятор попал, он это потом начали делать. Раньше вообще обхода не делали, после прокурора, как там он втык ставил, почему не ходите, почему это, что там в изоляторе, вот начали ходить. И мой дежурный врач, мой врач по моей части, приходит, я ему объясняю, ты мой врач, ты должен меня вытащить отсюда. Не могу, я здесь задыхаюсь, лето еще тем более. Он говорит, я это не решаю. Ты мой врач, причем здесь начальник санчасти. Ты как скажешь, так и будет. Я говорю, если ты не можешь, тогда выведи меня, сделай мне рентген. Хорошо. В общем, я просидел эти 20 суток, мне никто ничего не сделал. А при мне других же, начальник там изолятора, отслюняли, так, ну, в другую карантине, там же поставили нары, там матрасы, все дела, их туда, он там сидел. И то 10 суток отсидел, дали 15, 5 вышел. Это последний раз, когда ты попал. И так там валом таких, ты только дай, тебя сразу вытащат. Ты ничего не дашь, вот тебе сиди дальше. Умирай. Деньги есть, живи, денег нет, умри нафиг. Вообще, если так представить, какие там деньги крутятся, о каких суммах идет речь? Если я не борщу, вот я живу в Кильдиме, не борщу в плане чего, ну, придерживаюсь в рамках закона учреждения, то
рублей 500 даешь, 500 манат. Каждому начальнику режимчасти, начальнику оперативной части, замполиту, заму. Если с хозяином нормально, то и хозяину. Тогда ни один милиционер не заходит в твой кильдым. А если чуть больше даешь, да хоть что делай, как хочешь живи. В свое удовольствие. Но когда большая комиссия приезжает, только чтобы ничего лишнего не было. Опиши кельдым, это что такое? Это как комната? Вот возьми наш зал. Угу. Вот зал. Вот убери все. Там. Вот нары стоят. Столик стоит. Или телевизор там на столике. Посередине маленький столик. Кирпичешки. По краям двухъярусные нары. Все. И на сколько человек? А там уже зависит от того. Я живу в кильдыме. У меня есть и возможности, и средства, и все остальное. Кого захочу, того и возьму. Кого не захочу, вообще не возьму и буду один жить. Такие есть. Да. А если ты, например, заехал, я тебе говорю, да, вообще тебе говорю, заехал, то у тебя есть вход, например, заход, $2000. Живи. А там уже по ходу пьесы все, что домой надо там, жрать то, третье, десятое. Спиртное запрещенное, все можно? Да все там есть. Менты сами таскают. И пиво есть. А пиво, баклажка, один приносит, другой взрывает. Потому что этот мент с тем не поделился. Или с большим не поделились. Пиво, баклажка, Берг. 300 манат. Спирт 1 800 000. Поджали, да, нету наркотиков там. Тормодол гуляет. Но тормодол тоже в последнее время там взрывали. Что еще? Ханка есть. Что еще? То же самое менты все носят. А кто принесет? Через вахту не пронесешь. Через свидание. Палят. В кильдымах ты живешь как хочешь. Ты захотел, кого-то взял. Ты захотел, кого-то убрал. А в проходах, проход там 2 нары. Метр там или... Сейчас вообще по 90 сантиметров сделали, знаешь? Не знаешь? Вот где в док-бараке делали ремонт, там сделали тумбочку вот так, 90 сантиметров. По размеру тумбочки сделали, как в казармах. Вообще, куда еще столько? Вообще там сколько на одного человека 2,5 квадрата должно быть. А там вообще, посчитай, вот 2 нары двухъярусные стоят. 4 человека на 90 сантиметров. И где там, как там. Это по очереди нужно вставать, одеваться, умываться. Один оделся, второй слез. Второй оделся, третий слез. Так, нара стоит. Вот здесь по 90 сантиметров. Сейчас сделали. И вот так пошло до конца. Эта секция, ты представь, например, 70 человек, а это они сейчас до 90 сделали сантиметров. И уже 4-5 нар можно еще добавить. Естественно, и контингент добавляется. И как там дышать? Там дышать нечем. Там вообще заходишь сразу, влага. Это первое инфекционное заболевание. Сырость. И сколько в таком бараке может? Это только секция. Это секция? Да. Самые большие секции. Вот это, где иностранцы живут. Там вообще дышать невозможно. Там зимой двери даже не закрываются. Вот эти входные двери, они большие. Они не закрываются, а туда аж пар идет. Туда заходишь, дышать невозможно. Стенки, ты, если бы тебя увидел, уже плесенью покрываются. Плесень. Все, потолок весь в плесени. Там поставили они 4 вытяжки, что ли, потолочные. Они... Там как минимум напополам, если разделить, на каждую половину сторону надо хотя бы по 8 вытяжек, чтобы нормальная циркуляция воздуха была. Там контингент не тянет эти вытяжки, там столько контингента, то что невозможно.
что с этим делать? Скажи, вот нужно что, расширять зоны или что? Расширять. Там, да, вот где футбольное поле, например, там вообще достаточно места, ты видел, наверное. Расширять. А куда расширять? Это что, зачем расширять? Там столько людей сидят, которые уже по 12 лет сидят, еще у них по 11, по 10 лет впереди. Где? Ни в одной, наверное, стране такого нет, кто столько сидит. Сколько там? Ладно, 10. Любое, даже убийство. Вот здесь, например, да. Здесь тоже на обстоятельства, какие-то смягчения, там, семейные драмы, еще что-то там неуравновешенное или еще что-то, как-то, что-то, какие-то там не смотрят. Ты, что там получилось, как у тебя получилось, 25, 30, 5 лет высылки, 5 лет крытого и 20 строгого. И вот такие есть много, там есть, поверь, кто сидит со 101 статьей, прямое убийство, да, они 10, 12, 13 есть, кто сидит, и еще впереди у них по 10, по 12 лет. Это я тебе за зону говорю, а ты на крытом сколько сидят со 101. За 92 я вообще молчу, это сейчас она тяжелее, чем 101. 92 это что было? Наркотики. Не 200 с чем-то? 292. 292. 292. Им вообще ничего не светит? Им вообще ничего не светит. Даже какая-то капелька у них есть, 20 грамм. С 2008 года по сей день сидят они. 20 грамм по сей день сидят. Последний раз, когда самый большой взяли, 15 грамм взяли. Это было в 2012, кажется, было это. Вообще нормальные среди ментов есть, которые понимают, сочувствуют? Есть. Это кто старые работники работают, кто уже, знаешь, и в возрасте они, и давно работают в системе, где-то 20 лет, 25 лет кто работает. Они уже понимают. А вот эти молодые пришли, они голодные на все. Прям на все буквально. С больницы приехал. И так получилось. Месяц, что ли, вышел я в тубзону на проверку. Там и холодно. А в тубзоне на проверке там барак сразу вот так. И вот здесь он вышел. Вышли сразу, он посчитал. И зашли. А холод, тем более, если первичник. Когда первичник, ты его запустишь первый раз. Все, потом уже до конца будет твоей... Не, это хрень. И меня убирают оттуда с проверки. Потому что я не даю. А там выходит, дают. Месяц там 50 манат. А я не даю. Там коус один был, он байрамалийский. Я ему объясню, а я его давно знаю. И вот познаю, и он меня убирает. Убрал. Иди куда хочешь, говори кому хочешь. Я говорю, я пойду. Только потом не говори, что я тебе не говорил ничего. Я пойду сейчас. Иди. Выхожу, прям первую проверку выхожу и иду. Хозяин выходит. Я прям к нему подошел, феску снял, доклад дал, там такой-то осуждено, так, вот так, то, что я первичный, мне сейчас здоровье не позволяет, здесь нельзя мне проходить проверку. Я не знаю, по каким причинам меня убирает он. И он, хорошо, сейчас, подожди, позовите этого. И по рации замполит вызывает его. Подходит, и он ему как вставил, а что он не больной, он больной. На учете стоит, больной, да, на учете. Че он прямо так, че он работать не может? Давай работай, нормально работай. Если не справляешься, я сам найду на это место замену нормальную, кто сможет работать, справляться с этим всем. Башлы, более, башлы. И месяц впереди он, зачем только сказал? Я тебе сказал. Потом все менты между собой, вот сдал. И мне отрядник, нямчин шелеет, ням. Я говорю, слышь ты, меня мать дома ждет. У меня мать тоже больная. Здесь я тоже больной, я сейчас выходить буду сюда, я не знаю, чем закончится. Буду я здесь, выживу вообще на этой проверке я здесь, я еле хожу. И что мне, если он на меня положил, почему я на него не должен ложить? Тем более на моих родных, меня родные дома ждут, я хочу здоровым выйти отсюда. Это его работа, прямая его обязанность. Что, я неправильно говорю? И он уже не знает, что... Правильно, потому что говорю. Там и где-то 140, 150
на всю зону, это кто точкованный. А не точкованных еще неизвестно. Нет, вот делают это. Это точкован, у кого обнаружено? Да. Точку. Это на Грейсе? Нет, это в самом Байрам-Алях сам. Санчасти. Угу. Идут полностью по документальности 150 почти человек. А есть многие, кто и не этот, потому что людей много, лекарств надо, отправлять надо. Это проблема, запрос нужен, дождаться нужно, ответ отправить. Это, в общем, для них кого-то, это в крайнем случае, если уже человек все уже, как я, чуть ли не умер, там нет, на носилках, можно сказать, отнесли на машине, спецэтапом прямо в Воронок приехал, в обед. Приехал, меня загрузили, отвезли. В каком ты состоянии был? Ужасно, я еле ходил, я 2-3 дня вообще встать не мог. Я даже в туалет не мог ходить, ни по большому, вообще не мог ходить. Потом начал, сам уже уколы взял. Если бы я их не взял, я бы, наверное, умер. Я уже, знаешь, вот глаза закрываю, а у меня все титры моей жизни, вот включая память, как начала работать с детства, вот, с того времени титры начали обратно крутиться, представь. Я уже прощаюсь, кто со мной рядом, я уже с ними прощаюсь. А как вообще дошел до такой стадии? Да это буквально за 3 дня. Серьезно, если бы я не начал делать, я бы не доехал. Двухэтажное здание, там больница. Он даже вот поднимается, 2-3 лестницы проходит, стоит отдышкой, идти не может. На лестничную площадку поднялся, стоит, сидит. А есть такие вообще, вот идешь прямо на нее, он хочет выйти, тазик он подносит, полтазика крови, он невозможно. Таких много? Вот, валом там таких. Валом. А еще там это было до этого. Сейчас она уже на пенсию ушла, Угульташ Курбановна. Вот она, не поверишь, да? Я даже, когда укол делал, я сам приходил, смотрел, открывал прямо на моих глазах, тогда делал. И вот что хочу сказать, вот Угульташ Курбановна, когда начинает обход делать, вот кто тяжело больные, есть такие уже вот, все, вот, не поверишь, неоднократно так было, вот она обход только делает, следующий день все, труп. Следующий или через день. То есть не колет? Нет, я не понял. Там у них, я не знаю, может что-то добавляют, может или еще что-то. Потому что неоднократно. Только она проходит, даже вся больница, кто там есть, все, шайтанка пришла. После ее обхода начинается. Вот даже тяжело, такие там есть препараты медицинские. Например, начали колоть, не докололи, он умер. Целый дорогой препарат ему не дают. Дают другому, не дают. Почему не дают? Только обход делает, это неоднократно. Надо было 1, 2, 3. А это вот она на протяжении сколько там лет работала. Только обход делает, следующий день, через день начинается. Тяжело больные. Вообще смертность высокая, туберкулеза и других болезней. При тебе вот сколько можешь, допустим, назвать, там, не знаю, знакомые твои были в нормальных отношениях? Молодой пацан был, в накрытом сидел, там поймал. Как его звали, я уже забыл. Ташавский один парнишка. Колобок все его называли, он такой был, когда только приехал, такой пухленький, нормальный был. А потом что-то раз и вообще исхудал, потом палочкой начал ходить, с палочкой, и вообще потом еле вставал, его уже таскали. Много смертей было. А вот 150 человек сказал, да? Почти 150. Это вот последние годы было, вот, когда... Да, вот. А всего в зоне сколько людей было? Почти под 5000. Под 5000? Да. Из них 150 это у кого точкованные? Это кто по документальному конкретно подходит, а так, если многие, кто не проходит документально в санчасти. Они толком не работают. Вот они создают вид, что они работают над 150, а там больше, чем 150. По твоим подсчетам сколько? А человек может даже 500. Это может 600 примерно. Вообще, кроме туберкулеза, что есть еще? Есть неофициально, там человек 15, и сифилис есть, и СПИД есть. СПИД тоже есть? Есть. Но и они... Их тестировали? Или подозрения просто на СПИД? Тестировали официально, просто не разглашается. Там человек 15 их там, 15-18. Как вот
заключенным, которых не навещают, допустим, у которых денег нет? Плохо. Насчет питания. Плохо. Чем питаются? В столовой питается. В последнее время начали делать. И плов начали делать. Когда хороший, а иной раз вообще прям сечки. А эта сечка там вообще, это и камни, и нормально его даже... Его не прочистишь, сечку-то в таком объеме-то приготовить ее не прочистишь. Ладно, там килограмм другой. А это там они просто его промывают, воду залили, вылили, воду залили, вылили, воду залили, вылили. Засыпали, сварили. А так в последнее время плов давать стали. В последнее время это с какого момента? Сейчас скажу тебе. Ну вот с моего момента возьми перед этим. Это было с января примерно, с февраля. Нормально. Начали кормить. С чем это связано? С жалобами иностранцев. И иранцев, и турки, и афганцы. Когда комиссия пришла к афганцам, как вас кормят туда-сюда. Ну а что нас кормят? Нас, пока вы, говорите, здесь нас хорошо кормят. Вас нету, нас плохо кормят. Они прямой все говорили. И компот делали. Компот делали, там яблоки привозили. Что там еще давали? Эти котлеты давали. Котлеты делали. Утром килька с вареной картошкой. Не всегда, но периодически. Рыба там. Не сказать прям, что прям все, этот рацион прям держался прям плотно. Перебои есть, но дают. А раньше как было? А раньше так вообще там не кормили. Заходишь, прям от одного запаха уже весь аппетит пропадает. А иностранцев много вообще? Иностранцев почти 400. Кто в основном? И за что? В основном иранцы и эти афганцы. Наркотики? Наркотики, переход границы у них из этих целей и идет. Эти рыболовы там переплыли на туркменскую сторону. В основном вот это. В основном наркотики. Дипломаты навещают их часто? Ну, их часто навещают. В основном иранцев часто навещают. Афганцев не так, но иранцев прям часто все обнадеживают. Потерпите. Вот в февраль прошел, вот в июнь прошел. И вот так как-то обнадеживают и живут вот этими надеждами. Другие национальности были? К туркам тоже приезжает. Ну все. Иранцы, турки, афганцы, россиянцев там не так уж много. Узбеки. Узбеки тоже переход границы. Ну, кто сигаретами бывает, кто-то также с наркотиками. В основном наркотики. Как так оказалось, что в 6-м году ты попал в ОВД? Ты зачем-то смотришь, этого достаточно, чтобы закрыть в изолятор. Меня позвали как-то раз. Был такой Кирвен, был хозяин. Он был в нашем бараке этим опером. И так получилось, что я его человека тронул. Но повод что? Повод есть, что я уже смотрю за Атасом. Он позвал меня. Откуда, что, почему, где работают твои родители. Ну, начал узнавать. Есть у меня возможность, может, что-нибудь дать там. Разговорили, все, он прям... Ну, ты вроде хороший пацан, говорит. Ну, тебе придется посидеть. Как думаешь, тебя можно закрыть? Я говорю, этого достаточно, что у меня есть. Ответственность какая-то за Атас там, да, разговора нет. А так, я говорю, это в ваших руках. Если закрывать здесь, тогда можно и ползоны закрывать. Не, я смотрю, ты неплохой парнишка-то. Ну, тебе все равно придется 15 суток посидеть. Ну, ладно. Посидим 15 суток. И вот так он меня не оставлял в покое. Находил какие-то причины. Закрывал. А в постановлениях писалось, что я собираю молодых, учу воровским понятиям, идеям и так далее, и тому подобное. И вот отсидел бур, мне дали бур 4 месяца.
приехал прокурор Марийского вилаята, я уже не помню, Яз Мурадов или Яз Гильдыев, точно не помню. Он начал разговор так. 4 месяца, говорит, тебе дали, ты согласен с этим? 4 месяца, бур, это много. Я говорю, я согласен со всем, только мне нужно довести мои документы все здесь в спецчасти, чтобы меня утвердили как гражданин России. Я уже сколько лет пытаюсь доказать, даже комиссия приезжала именно по мне, и мне сказали, тебе справку нужна, тебе то нужно, я все принес, а этого ничего нет. И он мне сразу сказал, здесь, и говорит, администрация, тебя хотят отправить на крытый. Если ты будешь придерживаться в рамках закона, я постараюсь сделать все, чтобы тебя не отправили и утвердить тебя. Но я вышел с бура вроде нормально и никуда не лез. 16 февраля приходит, их Печкин называют там, кто ходит на свидание, собирает. Ромащенко Станислав заходит в секцию и кричит, Рома, я говорю, Он говорит, я на свидание. Ну, я оделся, иду на свидание, только туда зашел на ККП, меня сразу как скрутили и в изолятор. Там еще человек 9. Оказывается, суд приехал. Приехал в суд и сразу первым меня вывели. А этот пообещал же прокурор, оказывается, этого прокурора сняли, и женщина какая-то стала, Небедавская, я не помню ее как звать. Меня первым завели и начали. Проверяют все мое дело, все мои эти постановления, и ни на одном нет моей росписи, потому что я не согласен ни с чем, что там было написано. Потому что там я сидел за одно, а пишут совсем другое. И они начали листать, и судья задает вопрос начальнику. За это все отвечает начальник режимчасти. Он говорит, а что здесь у него нет ни на одном постановлении, нигде росписи нет. И он начал говорить все, что было, все, что не было, лишь бы свою спину закрыть, а себя отстоять, то есть свою правильно поставить. А я что? Я осужденный, я никто в их глазах, и звать меня никак. Я говорю, да. И уже все, процесс пошел. Я уже там оправдать себя не мог. Тебе надо было написать сразу в прокуратуру. Если бы я знал, я писал. Я не знал, куда мне обращаться. Что мне делать, если я не знаю? Вот сейчас, если вы здесь что не можете решить, уже поздно. И теперь прокурор спрашивает меня, а сколько тебе дать? Так, прям спрашивает? Да, сколько тебе дать? Я говорю, гражданин прокурор, я говорю, исходя из того, что я здесь, под открытым небом хожу, для меня вот этот климат, я очень тяжело переношу, жару тем более. Я вообще сам с России, я под открытым небом здесь, под этой жару еле хожу. А это я буду в камерной системе, для меня вообще это будет тяжело. Она на меня так посмотрела, 2 года тебе хватит? Пришлось ответить, хватит. Ну все, тогда иди. Спасибо, развернулся, ушел. А некоторых так вообще, они зашли, те немножко понаглее. Они пацаны были еще, прям кто в буре сидел, их спросу, они подняли, и они приходят, здравствуйте, туда-сюда. Им вообще сразу, без всяких этих 3 года и идите. Без всякого там, что там у тебя в деле, что там нет у тебя. Прям сразу. 25 февраля ночью был этап, мы поехали в Абдушкур. Поздно ночью приехали, а там на тот момент тяжело было. Там такие страсти рассказывают, что не каждый выдержит там. Между нами там 8 человек нас поехало. Один за всех, все за одного. Поехали. Как приехали, все в разные стороны, один Стас. И утром меня в карцер закрыли. Ну что? Я начал с ними, у меня лезвие было. Я говорю, если меня бить будете, я себе сразу что-нибудь сделаю. Чем так жить, лучше вообще не жить. Зачем это надо? Для чего? Что-то нарушили. Я понимаю, там, без пи***лей, там, тюрьма, это не тюрьма. Раз, два, 3, вот это наглость, сядь. Манга-кара, шунга-кара, туда-кара, стенку смотри. Я в первую очередь, хоть я осужден, я человек. Также должно быть человеческое отношение. Если я что-то неправильно сделал, да, можно. Я себе ничего лишнего не позволю.
Это вы здесь начали уже, да, сюда. Берма лезет. Я говорю, ну попробуй тронуть. Каждое утро в 6 часов подъем, там не нары, ни кровати, ничего. Сидишь всю ночь, еще холодно. Февраль месяц, на тут 2006 было холодно в феврале. А утром в 6 часов они приходят, подъем, все, какой спать. Это не спал. И началось. И психически, и так приходит с утра прям тур с дубинками там, начинает. И ну давай, поехали. И он говорит, откуда ты лезвие берешь? Я говорю, откуда надо, оттуда и беру. Я говорю, попробуй тронуть, увидишь, что здесь будет. А на тот момент как раз там ЧП получилось в этом Абдуш-Шукуре. Чересчур прям издевались. Кто порезался, чем так там сидеть, лучше вообще не сидеть и не жить в этой тюрьме. Кто порезался, кто себе, извиняюсь за выражение, прям яйца прибил. Да, реально это было. Прям яйца прибил, прям прибил. В прямом так вытащил и прибил. Там Это знак протеста против чего? Знак протеста, то, что они издевались. В прямом смысле издевались. Как над собственными шагами издевались. Да, осужден, но не до такой степени, что прям до невозможности. Это был там начальник Артык. Хозяин был Артык. Без его ведома даже двери не открывались. Ни одна дверь не открывалась. После этого бунта немножко начали они и побоялись меня тоже трогать, потому что видят, что я тоже на пределе. Сейчас я или сделаю с собой что-нибудь, или вообще жить не буду там. Его убрали в Сиди, в первую колонию. В 9 марта был большой этап. 80 человек поехали в Овадан-ДП. До того, как перейдешь до Овадан-ДП, в Абдуш-Шукуре много людей было? Сидело? Сейчас скажу. Человек 300 было критников. 300-400. Хотя это одно крыло. 3-й этаж только был критники. Там 3-этажное здание буквой «П». Вот эта часть, верхние 3 этажи, это прогулки идут. А вот эта часть камеры. Вот там сидели критники. 300 это много для этой тюрьмы было? Да. Сколько там? Вот я сейчас тебе скажу. Например, там с этой стороны, на лицевую сторону, когда смотрит на вахту, окна, маленькие камеры идут. Там на 4 человека. Напротив большие все камеры, там на 10 человек. Вот эта камера на 4, там сидело 7-8 человек. А где 10? А где 10, там 18-20. Ну вот давай теперь плавно перейдем к Овадан-ДП. 9 марта, да, ты сказал? Да, 9 марта. 9 марта 7 года. 9 марта мы выехали. 10 уже, получается, там мы были утром. Нас посадили в Воронок. 80 человек или 85. До вокзала загрузили нас. Поезд. В поезд. В Столыпино называется. В каждом Столыпине получается, там 3 этажа, 3 полки. Ну, сколько там рассчитано-то? На 6, например, да? Если 3 этажа будем брать. Пусть на 8. А там и по 20-25 человек. В Овадан-ДП приезжаем. Там вообще все, и ОМОНовцы, и генералы, там, вот не успевают даже, видите, там, бегом, там, бух-бух. Как заходишь, сразу такая, знаешь, дверь все так закрыта железно, открываешь, а там, по-нашему называют, живой продол. Они вот так в цепочку, в 2 цепочки, ты по этой цепочке должен бежать, не тебя бежать. Если ты будешь, все, ты не дойдешь, ты упадешь, тебя бьют. В прямом смысле. Кто-то валяется, кто-то не добежал или не дошел. По 10 человек выводили, полностью раздевали, все вещи, прям все, кроме носков, шапки, оставляли. Даже трусы давали, все, хозяйскую робу. Нормального общения, нормального обращения нету, только через мат. Вплоть до самого такого, все прям задевают, кричат. В 6 часов подъем, ты должен встать. Все собрать, на одну кровать сложить, и весь день возле двери сидеть. Весь день. Если ты этого не делаешь, все. Каждый день утром делаю. Вот в течение недели,
в течение недели прям в 2 смены убивали. Делают, приходят на проверку, кто заполз, кого закинули, кто залетел. Вот выводят на проверку, посчитали, разделся полностью до трусов. Тебя прошмонали, хотя что шмонать, они и так все отмели, ничего не дали. Ничего не дали, кроме мыла, что было вещи. Все вещи забрали. Все, кто там были, все возмущались. А толку они все-таки оставили там. Кто к себе забрал, наверное, кто что. И вот приходят утром 2 смены. Одна сдающая, другая принимающая. В каждой смене где-то 20 человек. 20 человек вывели, раздели, прошмонали. Как собственных ишаков. Ну, ладно, день, 2, 3. Все, хватит. А уже неделю, больше недели. Ни у кого уже сил не хватает уже. У кого-то здоровье не позволяет. Там и старики есть, и молодые есть. Они безразборно на это смотрят. Все, прям все под одну косилку. Пусть он хоть старый, хоть ему 50, хоть 60 лет, все равно. Просто так. Просто так. Просто так. А потом уже не выдержали ребята. Кто начал резаться, кто начал коцаться, кто что, на что сгораст, кто начал себе пузо протыкать чем там, зубной щеткой, ручкой, кто чем, как смог. После этого начали ходить и ОМОНовцев вызвали. ОМОНовцы сами сказали, да мы здесь даже и не нужны, вы здесь сами справляетесь хорошо, без нас. Прям они даже сами руки подняли за их действия. Мы здесь и не нужны, говорят. После этого там Очилов был, я не помню, как его имя, а фамилию помню, Очилов, он тоже Чаржуйский. Прям ходил сам, соль на раны сыпал. Что, резаться хотите? Все, кто все в наручниках сидели. И соль сыпать на раны. Ну, а некоторые ребят, чем на это все смотрели, ну да, сними наручники, я тебя порежу сейчас. Вообще, зачем мне так жить? Я не буду жить так. Сколько человек примерно пострадало вот так? Человек 35 примерно. Прям резались и кололись? Да. Что потом было? Потом, нужно же какие-то меры. Что-то первую помощь дать. Приехали, скорую помощь приехали. 15 скорой помощи стоял. Они ответственность не взяли на себя. Они сразу доложили наверх. Так и дошло, наверное. Я не знаю, как там все дальше происходило, но это чисто мое предположение. Я думаю, то, что до министра здравоохранения, потом уже выше, там-то ответственность большая, люди-то немало порезались. В одну вообще сонную артерию задел, хорошо чуть-чуть задел. Прям вообще, прям невозможно. Весь продол был первый этаж, где это все происходило, весь в крови был. Только они уже всю серьезность ситуации только после поняли, что произошло, что они натворили. Когда убрали замминистра, начальника оперативной части по республике, в следующий же день они приходят, открывают кормушку и говорят: здравствуйте, ребята, какие-нибудь жалобы, заявления, проблемы. Лежишь ты или что? Они посчитали уже. Даже если спишь, просто ногой пошевели, покажи, что ты не мертвый. Стоило, спрашивается, да? Чтобы так изменилось? Вот стоило бы, чтобы так не трогать. Потому что это, у кого, я понимаю, в СИЗО там 2 месяца, 3 месяца, а там ты годами сидишь. Если ты сам там не поставишь, они тебе этого не сделают. Кушать, 20 килограмм. 20 килограмм тебе положена передача. Свидание, идешь на свидание, тебе там не передают там ничего. Нельзя, просто увидишься. А передача уже отдельно приходит. Если хочешь дополнительную, дай денежки, принесем. Один пакетик, $100. Посылка вообще в 6 месяцев раз. Потом комиссия какая-то приехала? Комиссия приехала, да. Сидите хорошо, вас больше никто не тронет. Но все равно дали понять, если будете много разговаривать, мы найдем
способ, как вас утихомирить. И начальство сменилось после этого, да? И начальство сменилось после этого, да. Лучше стало в том? Да. Вообще, вот такая мера действует, допустим, члены вредительства, да, когда заключенный себе наносит что-то в знак протеста. Это доходит потом? Или только если это вот, как в том случае, массовое? Массово доходит. А одному тяжело. Члены вредителя, а вот если сесть на голодовку, вот тогда да, там ты должен в течение 3 дней, если уже не кушал, они уже обязаны поставить прокурора, чтобы в известности он был. А были такие при тебе, кто голодовку объявлял? Там и не было, на первой зоне это было. В Сиди. Сиди. Да. Рафон был такой, Рафик, Небедакский. Его окрестили на крытый ни за что. Его даже не выпустили, он приехал с крытого, его даже не выпустили в зону. Также оставили в изоляторе, в штрафном изоляторе, его даже не выпустили. И отправили опять на крытый. Он начал писать. Полгода крытого дали. Его обратно отправили. Он добился своего голодовку. 11 или 12 дней сидел на голодовке. Про случай с Мансуром знаешь же, да? Что он тоже объявлял. Да. Думаешь, это ему поможет как-то? Если это оставить вот так, то это никуда не сдвинется. Его будут с ним делать все, что они захотят. Если этому делу дать огласку, они побоятся что-либо с ним сделать. В Авадан-ДП после этого случая ситуация изменилась, говоришь, да? Вообще на протяжении года потом что было? Как На протяжении того времени, когда я там и был, было все хорошо. После того, как я уехал 2008 25 февраля, я уже не могу сказать, что там было. Это тюрьма для, в том числе и политических заключенных, да? Ты как-нибудь с ними пересекался когда-нибудь? Не, ну там ребята общались, там вот этот есть такие, которые незначительные прям политически, ну они на политической стороне сидели. К ним доступ, там можно было там с ними там что-нибудь передать, там, но они сами отказывались от всего, потому что, наверное, я не знаю, страху нагнали им или что, я не могу знать, но они отказывались. Между собой они там передавали все. А общаться, пожалуйста, общайся. Но если ты общаешься вот ближе к ним, которые были камеры, если прям чересчур у них завязывалось какое-то общение, прям уже притирались там поближе, то эту камеру уже прям на следующий день все, как оперативники узнают это, то их сразу же перекидывают на 8-й блок, с 8-го блока эту камеру перекидывают туда. То есть кто жив из них, кого нет живых? Да, неизвестно. да. Ну, а вообще, по слухам, если по разговорам, что-нибудь известно политических? А политически даже вот Костя тоже был, Шихмурадов Константин. Его сын сидел в Байрам-Алях. Он как-то узнавал, что егошний отец жив, а то, что сколько ему еще сидеть, и сколько он будет сидеть, и вообще чем это все закончится, его семья не знает. Это какой год был примерно? Это, сейчас я скажу, это был 2008 9 год. То есть можно сказать, что в 2009 году Константин Шихмурадов был жив? Да. Насчет Бориса неизвестно. А вот за счет Бориса ничего, потому что он самый такой основательный. Это он. Не знаю, как, может быть, и основательный, может, и сделали основательный, но в этой роли он главный. Правда, что в Авадан-ДП горбатые камеры есть? Неправда? Ни одной камеры нет там такой. Если в подвале только. Ну, подвал, там, знаешь, даже когда ты все равно выходишь же, там, в баню или в санчасть, там одна лестница везде она идет. С любого блока одна лестница. Даже когда уже выходишь, там видно, там, например, на 9 блоке нет такого, чтобы там прям натоптано было, чтобы там
ходили. Да, ходили, чтобы там не видно было, чтобы даже ходили туда. Там же все стандарт идет. 3 этажа. И чтобы были горбатые камеры, там нет. На 8-м сколько пацаны. Я же общался. У меня очень широкий был круг общения. В каком году тебя перевели обратно в Авадан-ДП? И куда? С Авадан-ДП я в 2008 году, 25 февраля, выехал, этапировали, у меня крытый закончился, я приехал опять в Байрам-Али. Получается, период смены власти в Туркменистане ты был в Авадан-ДП? Хотя нет, подожди. Нет, это в Чаржоу я был. Да, Чаржоу. Ощущалось это как-то? Как вообще заключенные узнали об этом? Заключенные узнали об этом, знаешь как? Усиление пришло, там дополнительные эти пришли. Еще смена пришла, прям усилили сразу. А утром там такой этот граммофон стоит постоянно. Утром играет радио. И играет радио только такая музыка, как будто похоронная, траурная такая музыка. Я говорю, неужели кто-то умер? Еще так сказал, неужели кто-то умер? Президент может. Да, не. И потом там контролеры, у кого с кем хорошие отношения, говорят, президент умер. И на первой проверке, это 8, полдевятого проверка, с ДПНК ходит, мол, давайте вы, ребята, все хорошо, не кипишуйте. Уже начали думать, может, бунт поднимут или еще что-то. Президент умер, он же все-таки как-никак делал большие амнистии. Теперь что будет, никому не известно. Хотя при том президенте намного лучше было. По 9 тысяч отпускал, хоть и один раз в год был на Гадер-Геджи, но он по 9, по 10, по 12 тысяч отпускал. Раньше прям заметно, с контингента столько. И после помилования прям видно, уже половины нету. По 2000 уходит почти, по 1800, по 1700 уходит. А это уже, там уже всех на лицо знаешь. Сейчас уже всех на лицо, потому что не уходит никто. Ну, ты говоришь, при том лучше было только в этом плане, в плане помилования, да. Или вообще в плане питания, условий? В плане питания, в плане помилования. А в плане питания и условий? В плане условий не совсем. То есть сейчас лучше? Ну да. Сейчас лучше, потому что там расстроились. Стройки начали, там бараки еще дополнительно построили. А так, представь, в одной зоне там-то ходить негде уже. 5000 контингент будет. Где там ходить? И мест не хватало. На улице живут. Строят себе там с этих мешков, сшивают, там обшивают, палки ставят, натягивают и живут. И зимой, и летом. Ну и как заключенные восприняли эту новость? Кто-то был рад, кто-то не совсем. Все сперва ругали. А потом поняли, что при нем лучше было, теперь его ругают. Лучше этот президент был не был жив. Уж давно были бы все дома. Про БУР тоже говорил. Можешь описать вообще, это барак усиленного режима? Что он из себя представляет? Заходишь, один длинный продол. Одноэтажное здание. 11 камер с левой стороны. От 0,1 до 11. Потом стоит решетка с дверьми. От 0,6 до 1,1. Это буровые камеры. Такая же камера, как в изоляторе, только в буре преимущество в чем? В том, что у тебя есть матрас, подушка, одеяло и все остальное. Печку нельзя, чайник нельзя. Они 2 или 3 раза дают кипяток, ты завариваешь чай там сами. Они прогулку выводят, баня есть, в баню уводят купаться. Часто? В неделю раз. В пятницу или в субботу. Чем принципиально ШИЗО отличается от БУРа? ШИЗО ты зашел в сутки, вот зашел в изолятор. И только по выходу вышел, все. И больше ничего. И дают тебе там, приносят со столовой баланду, чай, хлеб, все. А там вот, в буре тебе и все передают, буквально все. И выходить можно самому? Выходить только вечером, выходишь на час-два прогулка.
В картере окно есть какое-то? Солнечный свет попадает? Нет, не попадает. Окна нет. Окно есть, но оно, знаешь, решетка, а с той стороны железка прям впритык сделана. Дышать нечем иной раз бывает летом. А зимой вообще так холодно. Вот, пожалуйста, все заболевания оттуда. А внутри что есть? Сваренные двухъярусные нары. Матрас есть? В ШИЗО? Да. Нет. В буре есть. В изоляторе нет. То есть просто сетка, вот это Не, доски. доски. Да. И на досках спишь. Да. И туалет там же. Туалет там же. Вода, кран тоже там И же. сколько могут в камере находиться людей? Ой, ну раз, знаешь, закрывает камеру на 4 человека. Ну раз по 7, по 8 человек закрывает. И вот приходится на полу спать, на бетоне. Кому-то. Ну, пацаны меня понимали, у меня нет здоровья на полу спать. Я спал на наре. И какой максимальный могут в ШИЗО дать срок? Вообще 15 суток самый максимальный. Самый максимальный 15 суток. Ну, если найдут какую-нибудь причину, прям не выходя, могут еще дополнительные дать сутки. Просто выйдешь с камеры, подпишешь сутки свои, обратно зайдешь. Заключенные интересуются своими правами? Бывают ли требования встречи с прокурором, представителем департамента исполнения наказаний? Нету там ничего. Там бесполезно. Я с 2008 года добивался, чтобы меня сделали гражданином России. Хотя мне начальник режимчасти, Давран, там, начальник режимчасти, я за ним 2 недели бегал. Прям ждал возле его ККП, пока он выйдет, или поднимался в штаб, просил, чтобы звонили, я с ним разговаривал. Он еще так себя ведет. Ну, мы осужденные, мы кто? Мы пришли опять же в это ворота бьемся. Эти ворота меня пнут, и все, что я сделаю? Я никто для них. Поэтому это извне, к этому прокурору надзора я неоднократно подходил. Он даже записывал мою фамилию, мое имя, мы разберемся. А толк? Толк какой? Благодаря тебе, благодаря вот все, что написано там с матерью, помощью, с твоей помощью в первую очередь. Да, до них как-то достучался это все. Я не знаю, как достучался, но благодаря вот этому всему только у меня все получилось. А так я не в силах. Там любой такой же, как и я, он ничего не сделает. Ничего. Ты думаешь, кого они боятся? Они боятся, в общем, что выйдет про туркменские тюрьмы? Или Да. они боятся реакции своего руководства? Если это выйдет за пределы Туркменистана и будет там написано вот так все как есть, и будут все факты и аргументы, то, естественно, не только руководство само зашевелится там. Им достанется всем. Вот после меня, после моего уезда начальник учреждения убрали. Начальник санчасти убрали. Некоторых оперов убрали, кто постоянно мне клювали там. Насчет адвокатской помощи. Не знаю, может, тебе это смешным вопрос покажется? Смешной вопрос покажется. Уже? Уже, да. Потому что адвокатская роль там вообще не играет. В Туркменистане она не играет вообще. Адвокат там никакого силы и вообще никакой надежды не придает. Я сразу отказался, потому что знаю я уже. Любого, кто через это прошел, любой скажет, что адвокат там роль не играет. Ну, они навещают места лишения свободы? Бывает такое, что кому-то пришел адвокат, и они беседуют? Бывает, ко мне пришли, это я ваш новый следователь из городской прокуратуры, это вот ваши адвокаты, пересмотрели дело, разбой 2 часть, 14.1 попытка убийства, 2 часть, я говорю, не, я убивать не хотел никого. Дает мне пустые листы, подпиши, я говорю, я ничего подписывать не буду. И адвокат при этом сидит? И адвокат при этом сидит. Оба. Это твой адвокат, это твой адвокат. Нас 2, подельник. Это твой адвокат, это твой адвокат. Я говорю, я не согласен с этим. Мне так нельзя писать. А как можно писать? Даже в суде самого потерпевшего, говорит, убивать они меня не хотели, ограбить. Она не понимает, просто разбой, да? Ограбить хотели, а убить меня не хотели.
Это не надо им статью эту ставить. Они, смотри, они должны были сразу закрыть суд и дать дальше на пересмотр. Они этого не сделали. Они пришли сразу, с прокурора запросил столько лет, и эти сразу это тебе, все, и поехали мы. Адвокат пришел, когда на суде, вы хотите, чтобы присутствовали адвокаты? Я говорю, нет, я отказываюсь от адвоката. И подельник спрашивает, хотите, чтобы присутствовали? Нет, не хочу. Так они аж прям подскочили оттуда. Аж подскочили, быстрее уйти оттуда хотели. Видать, еще, наверное, напились и в таком состоянии уже аж скамейка у них упала. Ой, извините. Рады были, да? Они рады были, что от них вообще отказались. А толку нет, что они есть, что их нет. То есть нет каких-то адвокатов, да, о которых говорят, допустим, которых уважают заключенные, что вот он Нет. грамотно он сделает, Нет, доведет. нет. Такого нет адвоката. Представим такую ситуацию, что в тот день, когда зачитали твою фамилию в июле этого года, Угу. тебя повезли не туда, куда тебя повезли, спецприемник, да, а, допустим, скажем, в какой-то высокий кабинет, где тебе предложили сесть за столом, и зашли люди в костюмах Угу. официально и сказали, ну вот, Стас, ты столько отсидел, поздравляем, вышел, мы сейчас хотим, чтобы ты помог нам провести тюремную реформу, чтобы улучшить жизнь заключенного. Да? Угу. Ты как повидавший много всего, пообщавшийся с людьми, вот дай свое мнение, что нам нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию с заключенными, реформировать тюрьмы. Что бы ты им посоветовал? Все деньги. Коррупция там, я тебе же говорю, деньги есть тебе, вот, пожалуйста, иди куда хочешь. Денег нет, а если еще ты белый, так вообще. Орус. Урус. Ну, много только, мне много так и говорили, урус. Урус, как ты, урус? К тебе консул приехал, что там говорит урус? Все деньги. Где-то и хорошо, а где-то и плохо. Может быть, даже со стороны милиции, когда давление начинается, а эти, у кого есть и средства, и возможности, где-то что-то и подвязки, они позвонили, сказали, сразу их вплоть до руководства угомонили. Это в этом плане хорошо. А в другом плане они все же и ломают. Тоже положено свидание, например, мне. Я иду, а если мест не хватает, он переплатил, больше дал, меня выгнали, здесь уже занято. Я остаюсь на продоле с матерью. В плане медобслуживания это все нужно добиваться, ругаться. И то, если добьешься. А если не добьешься, могут с этими ругачками еще и закрыть тебя в изолятор. Ты еще останешься виновным. 5 рублей дашь, так сразу тебе найдут все лекарства, какие тебе нужны. То есть, по идее, лекарства есть? Есть. Все выделяется. Нормальные лекарства. Не какие-то, а нормальные лекарства выделяются. Есть. Валом есть. Все деньги. Все деньги. Говоришь ты, вот я же свой организм знаю, плохо, надо. Не делают. Как ты думаешь, если бы в тюрьмы и в колонии был бы доступ общественным организациям каким-то? Было бы намного лучше, потому что там нет никакого доступа к общественным организациям. Никакого. А комиссия приезжает какая-либо там, например, с Ашхабада. Ну, они что, приехали, посмотрели, покушали, их накормили, что надо, собрали, дали и уехали. Все нормально. Там все взаимообразное у них. Взаимно безобразные у них отношения. По поводу досуга заключенных. Что они могут делать? Спортом заниматься? Библиотека какая? Спортом, библиотека. Библиотеки нету. Есть. Туда практически никто не ходит, кроме пожилых людей. И то там уже книжки прям, не знаю уже, с каких там веков они лежат, эти книжки. Спорт был. При мне спортзал был, все. А сейчас вот
То, что идет ремонт, барак, спортзал убрали, потому что люди-то остались на улице. Сейчас заселились, кто в спортзал, кто в столовую там. В общем, там пока нет спортзала. А так и ребята сами на свои деньги покупали и тренажеры, и все, и облагоустраивали, и теннисные столы, и все остальное, все делали на свои средства. Все делали ребята сами. Есть ли в туркменских тюрьмах, колониях условия для развития осужденных? Нету там ничего. Ничего нет. У меня спрашивают, когда консул приехал, а если здесь ты ходишь в вечернюю школу? Они не задались вопросами, есть ли здесь вообще такое? Нету. Там вот туда попадаешь, ты наоборот там тупеешь. Я бы с удовольствием пошел бы хоть какую-нибудь профессию взять. Я вот там столько лет, всю свою молодость там прошел, у меня прошла вся моя молодость. Никакой профессии. А сейчас столько лет, мне куда идти, какая профессия? Когда я спрашивал насчет, какие советы дать, допустим, правительству, да, руководству в плане реформы тюрем, можно сказать, что и сроки надо пересматривать? Не можно, нужно сказать. Ты представь, столько сидеть. Здесь за убийство 15, ну грубо 15. И то 15 не сидят они. УДО подходит, то подходит 12, там, 11, 13 максимум сидят. Были какие-то чрезвычайные ситуации, чрезвычайные происшествия, бунты? Были ситуации такие на первой зоне Сиди, Чажо. Это был 2008, сейчас я скажу, то ли октябрь или ноябрь. Не бывает так, чтобы все прям хорошо было. Бывает, один человек какой-нибудь находится такой, дурачок. Вот один, он постоянно резался, все знают, Гоч Мурат его звали, Марыйский. Вот он что-то порезался и идет в санчасть. В это время в санчасти комиссия сопровождения ОМОНовцами. Ну и все из любопытства рядом идут, что случилось, расспрашивают, и там толпа, и так получилось. Кто-то камушек кинул в комиссию, и вот так понеслось, бунт. В общем, потом, когда осужденные уже поняли, что уже все, они начали вообще милицию в зону не запускать. И контингент там стоит, и сразу с крыши автоматная очередь прямо над головами. Все сразу легли, кого там понеслось, вылетели ОМОНовцы, начали принимать меры, кого сразу прям там ужасно. Кто-то сразу руки поднял, сразу сказал, лучше поменяйте мне режим, только не трогайте меня, когда увидели это все насилие. Собрали 61 человек, вывезли на 8. Тоже в Чажо, в городе. И почти месяц издевались над ними. Заставляли прям друг друга ебать прям. И говорили, пока не увижу, что я кончу. Что ты кончишь. Если не кончишь, я тебя самого буду отъебать. И все остальное. И у них не было возможности сопротивляться даже. Не дали возможности, их загнали в угол. А в оконцовке сказали, когда собрали их и сказали, если будете молчать, то в ближайшее время вы все освободитесь. И большинство, кто-то освободился, а кто-то и умер. Гаврилов Константин, Небедакский. Его забили так, что он долго не смог продержаться. Ему все легкие отбили. Он тубиком болел, он еле ходил на больницу. А вот эти 61 человек, кто они? Обычные заключенные? Обычные заключенные. Спровоцировали специально или не специально, не знаю. Но так выглядело, что спровоцировали это все. Сильно били? Сильно. Ужасно их били. Да... Ну, что говорить, если заставляли друг друга иметь? Конечно, сильно били. Кто пойдет на это? Как бьют? Чем бьют? Или беспорядочно? Беспорядочно. Беспорядочно. Чем попало, как попало, дубинкой, ногами, руками. Интересуются, когда это все закончится. А они говорят, это только когда начинается все. Издевались ужасно. На протяжении месяца они сидели в трусах в изоляторе. Там ничего нету, ничего не давали. На 8. На 8 это все происходило. И чем все потом закончилось? Ну,
Чем закончилось? Кому-то пересуд сделали, добавили, дали особый режим по 25 лет, по 22 года особого режима. Кто-то не смог, умер, кто-то не выдержал душевно это все, он или повесился, или еще что-то. Кто-то уже от ихнего вот этого всего насилия, избивания, избиения вот этого здоровья не хватило, кто на больнице умер. Ну, то, что было вот это в первой зоне, их вывезли 61 на 8-ке. Им сказали, вы меньше говорите об этом, в ближайшее время вы все освободитесь. Почти больше половины это и освободились. А кто умер? Кто сидит до сих пор? Вон, особый режим дали. Они почему так сказали, так предложили? Потому что сами испугались того, чего сделали? Или... Конечно. Но они заставляли друг друга их иметь. И во все. И анально, и орально, и во все. А от безысходности там на территории тюрьмы куда бежать? От безысходности, от этого уже не знали, что. Они бегут, а куда бегут, сами не знают. Там бежать-то некуда. Они уже от этого бежать хотели куда-то, а там бежать некуда. И того, кто спровоцировал, кто вот этот камень кинул. Ну, так и не нашли виновника, и все. Просто был бунт, все. То, что кинулись там, порезал, шли на ОМОНовцев. Там уже в своем цвете они преподнесли, как надо было это все сделать. Этого начальника, как я слышал, убрали. Он где-то там то ли в Чаршанге, то ли в Койтендаге, точно не знаю, где-то начальник милиции стал. Сделал бунт в Чаржоу, издевался над людьми, его оттуда убрали. Когда там кто порезался, кто себе яйца забил прям, его убрали на первую зону. В первой зоне тоже, потому что это не человек. И всем этим 61 человек дали крытый по 3 года. По 3 года сперва крытый дали. В 2011, получается, заканчивается у них в октябре, в ноябре. У кого закончил, кто прямо оттуда освободился. Их держали под чутким наблюдением в Чаржоу. 61 человек. И к ним был один человек мог только подходить. Юсуп Базарич был оперативник там. В Чаржоу, в Абдушукуре. Кроме него даже контролер не подходил. Там тоже издевались над ними. ОМОНовцы приезжали, тоже издевались. Били, ломали. Невозможно. Это сколько продолжалось это? Все эти 3 года над ними издевались. Каждый раз, когда приезжали ОМОНовцы, каждый раз. Убивали в прямом смысле этого слова. Ни один контролер, ни один к дверям, к ихним не подходил. Никто. Это было указание сверху. Только он решал, как быть, что быть, с кем перекинуть, что дать и что не дать. И как им жить. И на чем спать, и что есть. Как его фамилия была? Юсуп Базарыч, его все знают. Потом его тоже убрали. Он уже не работает. Напоследок ходил, у всех прощения просил. Понял, что много сделал не того. Были такие случаи, что вот униженные люди или сильно искалеченные люди прям вот клялись, что вот выйду, найду и припомню все это? Может быть, у каждого человека, но он говорит, потому что там мало кому можно было доверять. Нет, а в лицо тому, кто унижал и бежал? Нет, ты что, там попробуй так сказать. Тебя будут бить до тех пор, пока ты скажешь, все. Будут делать так, чтобы ты потихоньку умирал там. Смерть медленного действия.